Следующее, вот вы говорите про вменяемость, блядь. Юра кандидат лучший, то есть это вообще, ну вот я просто так вот обсудить, блядь, я просто предупреждаю, что я проходил переаттестацию, в это, у меня контрразведка, и это все мусор, понимаешь, что я там пытался Юра, ну то есть в формате. И Ингрид же говорила вам, не Ингрид, а Келли, Юра откровенно сказал, у вас неполное дело, вы принесли говно какое-то, блядь. И хоть это самое, я говорю, хоть вы, блядь, на каждом столбе, нахуй, расклей. Плевать. Будешь это, нахуй, я тебя лишу, блядь, консульских прав. И есть за что. За нарушение этих, даже уполномочиях законных, и у Беларуси там закон, дуркам закон не писан, так? Вот в Юры нарушение, хищение и этих, во, зеленая папка, консульской почты. Второе у Юры нарушение. Не пустил секретаря помощника на территорию Беларуси. На территорию Беларуси и это. Сблокировал. Без основания. Хотя надо было ядерное, и это в Чернобыле. Лукашенко сам просил. Вот ты, Лука, говоришь про вменяемость мою, блядь. А сам ты кто, вот, блядь, свою кодлы, нахуй. Секретарь едет, договорились, блядь, лучше с Чернобыля заберу твое заявление. Было, и это, у нас ядерные отходы, блядь, на территории Чернобыля. Секретарь ехала за мной, блядь, приедь, а говорю, заедь ко мне в Минск, и это, купим, забери это. Я на границе это заблокировал, не пустил их. Так? Вот адекватность ты говоришь. Да, люди приехали к тебе, блядь, ядерные ячейки с Европы покупать, и ты взял не пустил их на территорию Беларуси. Террористы это из Украины. Звоните в министерство, звоните в это. Вот это логика ваша, блядь. Ты говоришь про адекватность. Так? Себе вот Лукашенко и Васильцова. Ладно, Васильцова там, блядь, уровень солярку пиздите, блядь. А Юру стыдно, он же закончил Британию, кишится хоть. Ну. Так? Приходи. Мы конфисковали это по безопасности это консульское КГБ. Як ти конфісковав консульство КГБ? Есть регламент международный, консульская почта, госбезопасность любой страны может, повторяю, я вот он, и вам говорю, просвещаю вас. Як ты говорил, я долбоёб, тебе просвещаю с британским образованием. Что ее формат это международных отношений, консульская почта, вот, освещаю вам это, случай обнаружения это оружия, взрывчатки, наркотиков, биологическое оружие или еще что-нибудь. Но опять же, вы должны по регламенту, то есть по факту, не просто я причину спиздить. Это и есть причина спиздить, красиво отпиздец. Но тут же вам никто не будет подписывать, тут вы вред сделали. Если внутри Беларуси вы привыкли там, что вам все головой кивают, да, а тут уже противник твой, он же не будет тебе подпиздывать. О чем я говорю? Что правильно, за нарушение будет критика. И наказание может быть. То есть ответственность, понимание должно быть. И возвращаемся. Вот, як ён говорил, дипломат сам стал, пришел, и это требует. Спросили Юру, як измається у таких должностях. То есть должен хотя бы правильно должен поставить в известность обе стороны.
о нарушениях и причинах изыскания, изъятия. То есть в формате таком. То есть, ну, конечно, это же госслужащие. Ну, слушай, конечно, госслужащие. Ну, вот я КБ взяла консульскую почту по причине не поставила ни секретаря помощника в известность, и Михаила Евгеньевича, ну, то есть меня не поставила. И приходят, и я вас спрашиваю, почему? Говорю, у нас мы КГБ изъяли по это, потому что мы КГБ. Ты что ты украл, потому что ты КГБ, получается? И дуракам закон не писан, обижается. А почему так указали? Потому что законодательство и регламенты есть международные. Вот это и есть нарушение Юром, заместителем МИДа, нарушение регламента международных прав. О чем говорится это? О том, что по регламенту он не имеет права брать. Госбезопасность МИДа может только открыть документы, сфотографировать, зафиксировать, назад положить, опечатать и дальше отправить по адресату. Это максимум, что они могут сделать. В формате таком. Это есть правовое поле, там все указано, там есть пункт денежные. Да, денежные средства. У Министерства иностранных дел и такого уровня чиновников там прописан пункт. И формат их консульской почты. Ознакомьтесь, пожалуйста. Прежде чем предлог красиво отмазаться то, что вы украли. То есть там, конечно, там есть пункты указаны. У нас консульская почта, даже там если деньги лежат, вы не имеете права изымать. Мы имеем право по своим полномочиям проводить любые деньги. Они не это самое. Понимаешь? Они не проходят под законом правового поля простых граждан. Там другие полномочия. Это попросту, блядь, украл и отпездывается. Регламент изучить, ты пришел на пост, блядь. Почему я об этом сказал? Ты же говоришь, что я долбоёб, блядь, или что-то. Ты в Британию загонишь, блядь. В Оксфорд, блядь. И не знаешь. Это твой стандартный набор. И стандартный набор твоего безопасности МИДа, службы, знания. Где что можно брать, где в каком поле можно брать, где нет. Вы заканчивали, вы пришли сюда на работу. Это ваш стандарт работы. Не наш, блядь. Мы отдали, вы же пришли. Кастинг у вас в Беларуси был. Выбирали. Мы же откуда знаем, с Брюсселя, что кого вы там понабрали? С тракториста, со Смолявишки, кого? С мажором маменька, блядь. Ну, правильно, люди отправляют, люди это самое на ответственность, в рамках своих полномочий, не выше, не больше. А то, что ты украл, блядь, и пришел в Беларусь, это ты на территории Беларуси тут заткнул. Крутые. А тут наша территория. Я тоже вот это удивился, блядь, пришел. Мы границу Беларуси закрыли. Ебануться нахуй. Напугал, блядь. Баба с вас указанным векши. Это тоже, блядь, охуевает нахуй. Ну, а ты говоришь про нарушение. Ну, вот тебе, Юра, Министерство иностранных дел, служба безопасности. Я при исполнении, блядь. Нахуй ты, люди меня вызванивали, и это самое. Проводил МАГАТЭ операцию. Ты не пустил, блядь, секретаря моего помощника. Ну, знакомая пыталась это самое, это, перерыв был, 3 недели там, отдых после МАГАТЭ. Ну. Но это мое право, понимаешь, я с Оливией тоже хотел красиво там поиграться в это, вот эту дорогу историю, это, сидел, блядь. Ну.
дома є, а в Білорусі